Ауырғазы районының Талбады ауылында үткән шәжәрә байрамы 1914 елда башланган беренче дөнья һугышының 100 еллыгына багышланды. Прощай, отец и мать родная, служить отчизне еду я. Прощай, отец и мать родная, служить отчизне еду я. Прощай, отец и мать родная, служить отчизне еду я. Республика шәжәрә байрамдары Башкортостандың тарихи этнографик йыендары. Шәжәрә туганлык киптәрен ныгыта. Кабилә ыруларының рухи һәм дөньяви елъязмасын туплай. Шәжәрә байрамдарында халык йолалары тергеделә, олы тарихи вакыйгалар хәтергә төшә. Много работ, где представлены семейные реликвии, документальные источники, фотографии, этнографические материалы. Наши основные требования – изучение старопечатных источников, рукописных материалов, как документов на кириллице, так и на арабской графике. Республика конкурсына ебәрелгән шәҗәрәләрне Тарих, тел һәм әдәбият институты галимдәре, Башкортстан дәүләт архивы эшмәкәрләре катнашлыгындагы абруйлы комиссия карый. Иң уңышлы шәҗәрәләр республика финал конкурсына чакырылды. Корпус имени Неплюева 1867. Благовар районы Үдрәкбаш авылы уламаны генерал Хажи Әхмәт Ишбулатовтың нәселеннән Рөстәм Риф улы Заһиров менән Ирина Сәлим кызы Ишбулатовалар туплаган гаилә елъязмаһы республика конкурсында зур баһа алды. Приехали из Благоварского района, из села Удрякбаш, где живет род Ишбулатовых. Одним из представителей этого рода является знаменитый наш земляк, генерал-лейтенант Хаджи Ахмед Исхакович Ишбулатов. Он принадлежит к роду Байлар из Башкир. Один из первых генералов среди башкир, Хаджи Ахмед Ишбулатов, в Первую мировую командовал башкирской пехотной дивизией. Был кавалером многих орденов. Впоследствии он стал другом и соратником Заки Валиди в борьбе за башкирскую автономию. Из рода Ишбулатовых в Первой мировой участвовало более 20 человек. Они в Янаулский район приехали когда-то из со стороны реки Ык. В конце 16 века приехали. Это документ у нас есть такой. Там земли не было, мало было. Екатерина II, по-моему, разрешила переселять Башкирию. Казачество. Так же, как казаки, так же вот Ишбулатовы были здесь посланы сюда царем, чтобы был порядок. Один из представителей рода Ишбулатовых работал переводчиком при Петре I, Юсуп Ишбулатов. Потом, видимо, уже с разрешения Петра I Юсуп Ишбулатов, видимо, вот родоначальник вот всего этого дворянства. При Петре он был. И вот его родственники получили разрешение на выкуп земель. Вот они, 4 брата приехали, вот с этого рода началась вся династия Ишбулатовых. Еще очень интересный факт, если посмотреть на материалы и переписи населения 1834-50 года, вот в этой переписи только Ишбулатовы имели фамилию Ишбулатов. К их имени и отчеству еще был добавлен фамилия Ишбулатов. Это вот тоже показывает, что они состояли на службе чиновничьей. В архивных материалах, в упоминаниях о нем отмечается о его роде, что это представители казачьего башкирско-мишарского войска, а начальника рода, о Надире Ишбулате, написано Надир Ишбулат из Башкир, приехал из территории современного Янаульского района, села Иткинеева, в 1628 году. Так и написано в истории села. Они приехали из деревни Иткине, по-русски пишут Иткине, Янаульского района. Раньше был Бирский уезд. Оттуда приехали. Несколько человек, родственники, обосновали деревню Удрякбаш. Это
приехал, первый возглавлял это переселение Надыр, он похоронен у нас в деревне. Вот его могильный камень. Вот. И сейчас Надыр Ишбулат, сын Ишбулата. Надыр само имя, скорее всего, могло принадлежать только башкирам, Надыр Ишбулат в 1628 году они поселились на землях чубиминцев по согласованию. Только в 1658 году, через 30 лет, законно оформили земли, заплатив им за эти земли 600 квадратных километров, 81 рубль. И еще Надыр Ишбулат чубиминцам подарил, вот их представителю подарил лошадь с богатой сбруей. Он посчитал, что недостаточным цену за эти земли, вот за такую большую площадь. Вот всегда, всюду это представители рода служилых казаков, которые всегда были на службе у царя государства. Их называли династией 9 сыновей. У Надыра сын Мухаммад Рахим, у Мухаммада Рахима 9 сыновей. Вот один из сыновей Исхак, отец генерала Хаджи Ахмета, а мой прапрадед Ахмедзян Хасрабаширович, сын, родной брат Исхака. Получается, мой прапрадед двоюродный брат генерала. Я в 5-м поколении внучатая племянница генерала. А здесь просторно. Вот они купили у башкир землю. Никогда себя татарином не считал генерал Ишбулат. Он по этому поводу и с Габдуллой Кариевым спорил по этому поводу. Он относил себя к башкирам, мещерякам. Среди родственников были и казаки-мещеряки. У них было трое детей. Саид Гирей, Рустем и Миасар. Миасар – это моя нанайка. Она вышла замуж в первый раз тоже за Ишбулатова. И получается, как бы мой отец, дважды Ишбулатов. И по отцу Ишбулатов, и по матери Ишбулатов. Вот, а я его дочь. Отец у меня прожил 80 лет. Он был очень образованным, грамотным, уважаемым человеком. Я работаю в музыкальной школе, руковожу хором мальчиков. Очень много представителей рода Ишбулатовых, именно представителей военных чинов. Это Зауряд Сотник, отец Исхак Ишбулатов, Исхак Мухаммед Рахимович Ишбулатов, Зауряд Сотник, участник Отечественной войны 12 года. Его брат Сиразиддин Юртовый Исаул, тоже участник урядников. И тоже все представители рода стремились к образованию. Люди интеллигентные, считали себя из дворян, представители дворянского рода. Среди них есть профессора. Родственник генерала это Ишбулатов Мухаммед Наки Мухаммед Камалович, профессор медицины, Казанский медицинский университет закончил. Дальше известный журналист и писатель тоже из этого рода Хуснулла Ишби. Он был организатором башкирско-татарских издательств, одним из первых, в городе Свердловске. Фабан эль-Сюкеш, издательское, создано было им. Почему он таким стал? Потому что он с отличием закончил медресе Галия, учился у самого Галимджана Ибрагимова. Это было его счастьем и его роком, потому что когда преследования начали Галимджана Ибрагимова, осудили его, назвали врагом народа, осудили, и это коснулось и рода Ишбулатов, самого Хуснуллы Ишби. Он был расстрелян в 1938 году. Закончил Московский университет трудящихся Востока, владел 12 языками, прекрасно говорил. И уже полное имя его? Хуснулла Ишби, Хуснулла Губайдуллович Ишбулатов. Его родной брат Гайнулла Ишбулатов, он работал в министерстве Башкирской АССР, главным инспектором в министерстве. Он также является автором учебников башкирского языка.
оқу китаптары авторы. Он заслуженный учитель школ Башкирской ССР, участник войны, награжден орденом. И вот он добился реабилитации своего брата. Только в 1967 году был реабилитирован известный писатель Усмулла Ишби. Ауырғазы районы үҙәге Талбаҙы ауылында республикабыҙҙың төрлө яҡтарынан килгән һәүәҫкәр шәжәрәселәр, тыуған яҡты өйрәнеүселәр үҙҙәренең табыштарын, асыштарын халыҡҡа һәм ғалимдарға тәҡдим итте. Мой дед Шарифулла Губайдулович 4 года прошагал по военным дорогам Первой мировой войны, получил 2 контузии, был награжден царскими наградами. А впоследствии он один из активных организаторов колхозного строительства. После смерти отца я обнаружила у него целую тетрадь записи, воспоминания о своем роде. Все это культивировалось постоянно в семье. Такие воспоминания постоянно с детства мы слышали все это. И с таким уважением, почтением к своей истории относились и в семье, и вообще в деревне, и в школе. Это культивировалось у нас. Ижбулатовы, как основное население нашего села, больше половины, наверное, представляет род Ижбулатовых. Я горжусь своими родственниками, потому что все они были очень образованными людьми. Многие играли на музыкальных инструментах. Были очень начитанные, все имели высшее образование, и очень любили свою родину и были всегда патриотами своей страны.